Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы вам расскажем сказку. Волшебную сказку. Волшебную сказку о звездах. Я так люблю рассматривать ночью сверкающие звезды. Интересно, а почему они такие яркие? Погоди. Сейчас начнется сказка, и ты все увидишь. В лесу на полянке стоял маленький домик. В нем жил маленький ежик. Больше всего на свете ежик любил смотреть на небо и любоваться сверкающими звездами. Но иногда он замечал, что какая-нибудь звезда становится бледнее. И вот каждую ночь он лазил на сосну и протирал звезды. Если я не буду протирать звезды каждый вечер, думал он, они обязательно потускнеют. И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на кустик сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал. Потом он ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку с сучка на сучок подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» В это время медвежонок тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звезды и думал. Удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль. Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная. И он дунул на звезду и потер ее тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда,
Все в лесу знали, что это нечаянно столкнул ее медвежонок. Какая замечательная сказка! Спокойной ночи, дорогие ребята. И пусть вам сегодня приснится, как ежик и медвежонок протирали звезды.